Добрый вечер. На ТНВ новости. В студии Альбина Слогараева. И сегодня в выпуске. Голуби накрыли Казань. Перебор птиц – это значит лишняя зараза. Почему птицы мира стали опасными? Минусы пернатых оценила Альбина Минибаева. В Татарстане вдвое увеличилось количество отравлений от грибов. 6 детей до 4 лет отравились по случайности, то есть на улице подобрали какие-то сырые грибы. Кто виноват и почему гурманам стоит быть внимательней? Салават Мухаммадулян. Убойный удой. У меня мама работала дояркой, вот поэтому с малых лет я ходил на ферму маме помогать. С лучшими в профессии познакомилась Лина Зинатуллина. На контроле антикоррупционеров. Каждое лицо, увлеченное в совершении коррупционных правонарушений, оно будет привлечено к дисциплинарной ответственности. Какое продолжение получила история о министрах, увлеченных в неверных сведениях о доходах, узнал Дмитрий Аринин. Восстановительный период в российско-турецких отношениях прошел, и мы возвращаемся к партнерству. Об этом сегодня Рустам Минниханов сказал в Измире. Президент находится с двухдневным визитом в Турции. Там открылась международная торговая выставка-ярмарка промышленных и потребительских товаров. Подробности у Ляйсан Сабировой. В эти дни в Измире много гостей, особенно из России. Наша страна – партнер международной ярмарки. Тон форуму дают во время завтрака. Деловой, динамичный, плодотворный. Открываются председатели Российско-турецкой межправительственной комиссии, министр энергетики России и министр экономики Турции. Татарстан представляют как самый активный регион. Турция – республика хорошо знакома. Министр экономики лично принимал участие в открытии заводов. Сегодня их уже 10. По-крупному ведут сотрудничество Гемонт и Таиф. Турецкая компания принимала участие в строительстве завода по глубокой переработке нефти. 600 тысяч квадратных метров под российскую экспозицию. Свой стенд у Татарстана не только показывают. Обсуждение о развитии автомобильного кластера идет с одной из крупнейших в Турции автопроизводящих фирм BMC. Компания собирает современные автобусы, грузовики, тягачи, военную технику. Татарстан представлен КАМАЗом, Ford Solers и ЕЛАЗ. Не только колесное, но и крылатое сотрудничество интересно для сторон. Авиакомпания «Атлас Глобал» не только перевозчик, еще и крупный туристический оператор и владелец гостиниц. Татарстан называют стратегическим партнером и выражает готовность к инвестпроектам. В частности, обсуждают возможности наращивания количества рейсов и авиаперевозок. Нужно выйти на новую высоту, отмечают на открытии форума. Возможностей для развития бизнес-связи у нас достаточно. В этом убедились наши партнеры турецких компаний, которые работают в нашей республике. Нам необходимо активнее использовать имеющийся экономический потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане. Также мы сейчас прорабатываем вопросы присутствия нашего бизнеса в турецких проектах. Символично, что российско-турецкое сотрудничество через 2 месяца обсудят именно в Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга, где все гости смогут увидеть эффективность механизма по привлечению инвестиций. Ляйсан Сабирова, Марат Хусайнов, ТНВ, Турция, Измир. Снова заработал. Нижнекамский молочный комбинат вновь запускает производственные линии. Накануне завод вернулся к работе после простоя. Это было связано с уходом с рынка компании «Просто молоко». Каким теперь будет не просто молоко? Далее в репортаже. На прилавке магазинов Закамья выходит новая линейка молочных продуктов. Это и молоко, и кефир, и сметана. Пока их производят небольшими партиями. Завод работает не полный день. Здесь новое руководство. Директор из Самары Сергей Игнатьев. За 2 недели произвел ревизию оборудования, отремонтировал цеха, запустил производство. У нового инвестора задача максимально быстро запустить завод, чтобы завод не проставил, а производил продукцию, чтобы люди были заняты, чтобы компания получала прибыль, а люди, которые работают на предприятии, имели достаток. Завод встал 30 июня. Тогда у прежнего владельца компании «Просто молоко» истек срок аренды помещений. Комбинат закрыли, работников уволили. Теперь принимают обратно. Перезагрузка накануне юбилея. 22 августа предприятие отметит 45-летие. Пока новая продукция появилась лишь в нескольких магазинах и на колхозном рынке. Наше молоко вообще прекрасное. Вообще нравится. Ага. Но ждете, когда он появится? Да, обязательно. Чем быстрее, тем лучше. Сметана нижнекамская очень хорошая, кстати. Раньше, конечно, покупал, когда было. А ждете, чтобы появилось обратно? Ну, наверное, это лучший будет вариант. В планах новинки и расширение ассортимента. Сейчас завод разрабатывает проект модернизации на ближайшие 5 лет. Радик Фархулин, Светлана Шумкова, Ренат Харасов, Максим Липин.
ТНВ Нижнекамск. Откуда поступает молоко и кто же его производит? Сегодня лучшие дояры республики съехались в Атнинский район. В селе Большой Мингер прошел конкурс операторов машинного доения. Соревновались с 4 утра. Сначала в теории, потом в практике. Почему среди коров нельзя заводить любимец? Лина Анатольевна. У буренок с мингерской фермы сегодня выдалось необычное утро. За молоком к ним пожаловали лучшие доярки со всего Татарстана. 44 участника 44-го республиканского конкурса. Хоть дует нынче и автоматика, успех зависит и от мастерства доярки. Без людского труда все еще не обойтись. Первые струи молока собирают вручную. К тому же проверить, здорово ли животное, и проследить за чистотой процесса – тоже забота доярки. Вставать рано. Тяжело, конечно. Их нужно отвязать, привязать, почистить, корм подобрать. Неважно, кто быстрее и кто больше. С 4 утра доярки соревновались прежде всего в правильности привычной процедуры. А вернее, не только доярки. Ильгиз Бурганов в профессии больше 20 лет. Кто на какой работе умеет работать, там уже в данный момент не надо разделять. Женская это работа, мужская это работа. Главное – отношение к коровам, говорит дояр. Любимчиков в стаде не заводят, чтобы другие не обижались. Животные все чувствуют и понимают. Порой мы очень бережем ничтожные «Жигули», которые там 250-300 тысяч рублей стоят. У нас на каждой ферме, на каждом стойле именно находятся новые «Жигули», которые надо настолько беречь, я имею в виду, тем более это еще живой организм. Лучше всего с этим справилась Санияна Сыбулина из Мамадышского района. Абсолютный чемпион конкурса в сентябре представит Татарстан уже на всероссийском этапе. Лина Анатольевна, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Атнинский район. Голуби накрыли Казань. Численность городских пернатых взлетела до критической отметки. Пока за рубежом голубей называют летающими крысами, в Казани жители их кормят беспорядочно и бесперебойно. Ветеринары бьют тревогу. Альбина Минибаева узнала, почему взлет птиц может быть опасен. Когда выходим, когда видим, мы предупреждаем людей, чтобы они подальше кормили хотя бы. Настоящее голубиное нашествие на Фучика 52А. Рядом мечеть. Ее работники устали отгонять и пернатых, и сердобольных, которые их подкармливают. На пятничную молитву пробираются сквозь пыль и перья. К кому обратиться? Не знаю. Тем людям, которые, чтобы не кормили, они также будут продолжать кормить. Я жалею их, кормлю. Обломать крылья сердобольности не так просто. Птиц подкармливают каждые полчаса, разбрасывают пшено, как пятничное подаяние. Тут и взрослые, и дети, и такие массовые голубиные кормушки по всему городу, в парках, скверах и дворах. И остается только что делать? Размножаться. Поэтому голуби, которые находятся в городе, они выводят птенцов. Если раньше это было 1-2 помета за сезон, то сейчас до 4. Поэтому их численность взлетела до небес. Даже ветеринары не знают, сколько их сейчас в городе. Казалось бы, милая и безобидная картина, но именно при кормлении голубей, и можно заразиться от них инфекционными заболеваниями. Так что с голыми руками к ним уж точно лучше не подходить. Ребенок, или даже не только ребенок, взрослый будет кормить птиц. И тут они улетают, поднимается пыль, грязь, и все, ребенок вдыхает и может заболеть. То есть появляются такие признаки, как воспаление верхних дыхательных путей, пневмония может быть. Самое популярное заболевание – это орнитоз больных птиц. Видно сразу по их внешнему виду. Вялые и облезлые. Их число может достигать до 50% от общего количества голубей. За рубежом их называют пернатыми крысами, но большинство казанцев берут их под свое крыло. Голубей надо кормить, птиц надо кормить. Ее кто накормит, кроме человека? Перебор птиц – это значит лишняя зараза. Сейчас в Казани ни одна служба не регулирует их популяцию. Единственный способ – запустить закон джунглей, умерить аппетиты голубей, чтобы снизить количество крыльев. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Тихая охота – громкий диагноз. В Татарстане в 2 раза выросло количество отравлений грибами. 33 человека уже оказались на больничной койке. Среди них и маленький ребенок. Почему даже не в сезон отравления грибами становится нездоровой тенденцией, сегодня выяснял Салават Мухаммадуллин. Какие грибы продаете? Никаких. Вот же у вас грибы. Это не грибы. Что это? Не знаю, что это. Не ваши, что ли? Нет. Грибы, конечно же, его. Или значит, у пенсионеров новая мода на посиделки у метро. Среди покупателей Михаил Кормильцин осмотрел, понюхал и сразу положительный вывод о содержимом ведерка.
По степени свежести, по срезу, в общем, видно, что это гриб, превосходного качества. То есть вы уверены в своей компании? Я уверен. Так, в некоторых случаях и получается горе от ума. Будучи уверенными в себе, покупатели платят за кота в мешке, где и когда грибы собраны, можно узнать только у продавца. С началом горячего сезона таких у метро определенно прибавится. В лесах тоже пока не густо. Есть, конечно, протоптанные дорожки, скорее всего, от грибников, но вот самих грибов и вовсе толком не видно. Разве что вот, то ли грусть, то ли поганка. В общем, мы лучше не будем испытывать судьбу и откажемся от игры съедобное-несъедобное. Тем временем в республике намечается нездоровая тенденция. Только в этом году с отравлениями к врачам обратились 33 человека. В прошлом в 2 раза меньше. Среди пострадавших есть и дети. В этом году большинство детей, это 6 человек, 6 детей до 4 лет, отравились по случайности. То есть на улице подобрали какие-то сырые грибы. Побудители отравлений и шампиньоны, и свиножки, и сморчки на больничную койку попадают как новички, так и бывалые грибники. Грибы особо тяжелая пища. И у пациентов, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, будь то гастрит, тем более язва, прием в пищу грибов запрещен. Так, грибы впору назвать уже деликатесом, который доступен далеко не всем. Я считаю, что если человек не знает, как грибы нужно обрабатывать, и мне нужно просто заниматься тогда. Мусорят то, что люди. Скорее всего, из-за этого. Сейчас очень много отдыхаешь, как раз жара. Чтобы любовь к грибам внезапно не иссякла, следует вспомнить лишь несколько правил. Собирать лакомства можно только в корзину и подальше от дороги. Хранить их при комнатной температуре не дольше 3 часов, а от консервов старше 6 месяцев лучше отказаться. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Это новости на ТНВ и далее в программе. На контроле антикоррупционеров. Каждое лицо, увлеченное в совершении коррупционных правонарушений, оно будет привлечено к дисциплинарной ответственности. Какое продолжение получила история о министрах, увлеченных в неверных сведениях о доходах, узнал Дмитрий Аринин. Дорогие дороги. Поступило обращение. На что жалуются жители Арского района, выясняла Александра Севастьянова. Брать и давать стали меньше. Сегодня в Казани представили масштабную антикоррупционную картину. Специалисты рассказали, кто чаще всего получает взятки и что же толкает людей давать их. Как получила продолжение тема 4 министров, увлеченных в неверных сведениях о доходах. Дмитрий Аринин. Наблюдаем тенденцию по снижению. Так, по данным социологов, за последние годы размах коррупции в Татарстане сократился в 2 раза. Сейчас с этим явлением сталкивается только каждый 10-й житель республики. Самыми коррумпированными считаются сотрудники госавтоинспекции, медики и преподаватели вузов. И тут, как говорят обществу, и в особенности молодежи, нужен антикоррупционный ликбез. Это половина беды, половина проблемы составляющей, когда молодой человек просто элементарно не знает ни своих прав, ни своих обязанностей, ни задач, которые ставятся перед чиновниками. Сейчас чиновники Татарстана находятся под жестким контролем борцов с коррупцией. Регулярно в районы выезжают с проверками. Так в этом году пресечено более 400 коррупционных преступлений. Вне зависимости от былых заслуг, вне зависимости от тех или иных достижений, каждое лицо, увлеченное в совершении коррупционных правонарушений, оно будет привлечено к дисциплинарной ответственности. И как пример этого сегодня напомнили 4 татарстанских министров, которых уличили в подаче неверных сведений о доходах и о которых шла речь на последнем совещании у президента. Кто эти люди, сегодня пофамильно снова не сказали, но что с ними делать, уже думают. Сейчас именно формируется итоговый протокол соответствующего заседания, и, соответственно, высшему должностному лицу, президенту, будет представлена соответствующая рекомендация о привлечении к дисциплинарной ответственности. Последнее слово в любом случае будет за ним. Как еще сказали сегодня, на взятки людей толкает то, что у них нет законных возможностей решить свои проблемы, или это занимает долго времени. И тут, как отметили, нужно создавать больше законных скоростных путей для решения самых разных вопросов. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Успешное проведение Всемирного конгресса татар и принятие решения о создании Милли-Шуры, Национального совета конгресса. Об этом сегодня говорили в Доме дружбы народов республики. Здесь прошло заседание рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Обсудили итоги работы за полугодие. В рамках сохранения языка, национальной идентичности и дружбы народов были проведены десятки мероприятий. Те вопросы, которые были обсуждены на съезде, и те решения, которые были приняты, они являются судьбоносными для нашей республики. И, конечно, мы сегодня говорим уже о наследии съезда, и практически все решения, которые были приняты съездом, они сейчас приняты для исполнения.
Их дороги, привести бы их в порядок. С такой просьбой в Общероссийский народный фронт обратились жители Арского района. Как сегодня выяснила наша съемочная группа, приехав на место, порядок требуется не только дорожному полотну. Со списком проблем района ознакомилась Александра Севастьянова. Поступило обращение. Обратился уроженец села Новая Сарда. Ранее прошел все возможные инстанции. С 2012 года настаивает, чтобы вблизи родной деревни отремонтировали дорогу. В населенном пункте проживает почти 450 человек. На основании этого обращения выехали проверить состояние дороги. И убедились в том, что дорога действительно не соответствует нормативам. Отсюда обещание постараются добиться, чтобы дорогу включили в программу капремонта следующего года. Этот участок дороги протяженностью почти в 4 километра, как выяснилось, для Арского района не самый проблемный. Есть некоторые отрезки дорожного полотна, где изношенность достигает 99%. Правда, в местном исполкоме обещали взяться за них в ближайшее время. А именно участок дороги между населенными пунктами Шурабаш-Байкал и вблизи села Кызыл-Яр. И в этом году по федеральной целевой программе эта дорога асфальтируется. Это будет новая совершенно дорога. Уже проложен асфальтобетон в этом году до деревни Кызыл-Яр, где не было даже щебня. А мы с вами не ругаться так приехали? Еще одна проблема в списке ОНФ числится с апреля 2017-го. Это свалка строительного мусора. Данная свалка, она не имеет ни лицензии, ни определенного разрешения. То есть она незаконная. До конца месяца ликвидируем. Это не является свалкой, это участок, занимаемый старыми зданиями. Здесь ведутся демонтажные работы. Чтобы обещания не остались пустыми словами, проблемы возьмут на контроль. А это значит, что в скором времени район ждет очередная проверка от Общероссийского народного фронта. Александр Севастьянов, Марат Зайдулин, ТНВ, Арский район. Умение проехаться и по бездорожью. Сегодня в Казани в мастерстве вождения соревновались автоледи республики. Конкурс проводится в 17-й раз. О том, как они успевают совмещать женские дела и автомногоборье, Алина Мингалеева. Автоледи 2017 объявляется открытым. Наталья Березовская одна из тех, кто жаждет адреналина в свои 63. За рулем уже 8 лет. Здесь она показать, что машину водит не хуже, чем варит борщ. Машина необходима в моем возрасте, на пенсии. Это нужно в огород, на дачу, внуков куда-то отвезти уже, без проблем привезти. А самый юный в этом конкурсе 18 лет. Это Ксения Федотова. За рулем всего 3 месяца. Я не боюсь проходить площадку. Просто может во время прохождения я могу заволноваться. Педаль газа в пол и даже в интересном положении. Гульназ Гатаулиной рожать вот-вот. На конкурс приехала со всей семьей. Уверена, женщина за рулем способна на многое. Вот так получилось, что мы в таком интересном положении. Но несмотря на все это не стало преградой. Конкурс проходит уже в 17-й раз. Популярность растет как число женщин за рулем. Мини, Минди, Макси. Сегодня это не длина юбки, а название категории соревнований, где девушки должны показать змейку, круговые движения и заехать в гараж. А также доказать, что правила дорожного движения они знают не хуже. В этом году появился новый этап. Впервые автоледи готовят социальные баннеры. Это новые идеи, которые мы сможем использовать в повседневной деятельности для пропаганды безопасности дорожного движения. Чем больше очков за каждый этап, тем выше вероятность победы. Награда лучшим, призы, дипломы и медали. Алина Мингалеева, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Конкурс автоледи завершился. 3-е место у Натальи Борисенко из Нижнекамска, серебро у Евгении Иголкиной из Альметьевска. Лучшей оказалась жительница Казани Аделя Бадриева. Юное дарование. Сегодня в Казани стартовала ежегодная летняя молодежная школа открытия талантов. 400 победителей и призеров от республиканских до международных олимпиад и конкурсов приехали в столицу, чтобы за одну неделю стать успешнее и найти свое жизненное предназначение. Подробности мы расскажем в новостях в 21:30. В суровый край отправились на гастроли актеры Камаловского театра. Труппа Татарского академического театра сейчас в Тыве. С культурой коренного народа татарские зрители смогли познакомиться на Наурузе в начале июня. А сейчас ответный визит. Каким репертуаром будут удивлять Эльмира Шеймарданова? Не в поезде, а на отдельном самолете. Хорошее начало сулит удачные гастроли. Теплый прием на северной земле. Гостям из Татарстана национальный напиток и выпечка. Дорога очень длинная получилась, потому что ремонт идет после самолета. 13 часов езды.
Это огромная, это дорога большая. Ну ничего, приехали, Аллах шукр. И вот труппа подъезжает к городу Кызыл. Это столица Тывы. Ее символ – косули с олененком. Символично, что артисты встречают представители Министерства культуры и Национального театра. Вот в этом году мы уже 2 театра московских. И вот обменные с татарским театром имени Камала. Наши были в июне. И вот мы встречаем наших любимых, дорогих коллег впервые на нашей тувинской земле. Мы очень рады. Не только наши представители культуры. На эту сцену еще не ступала нога татарских актеров. Спектаклем «Долгожителем» «Свет моих очей» камаловцы сегодня открыли гастроли. Эта постановка по пьесе Туфана Минуллина уже 22 года идет на казанской сцене. Поистину исторические события сегодня. Действительно, татарский театр во многих точках России и за рубежом был, но вот в Тыву действительно мы приехали первый раз. А завтра тывинцы будут смотреть спектакль «Банкрот» Гляскара Камала. 2 дня, 2 спектакля. Гастроли короткие, но яркие. Эльмира Шамарданова, ТНВ, Республика Тыва. И юбилей отметила, и земляков порадовала. Народная артистка Татарстана Зайнаб Фархудинова в честь своего 50-летия устроила концерт на своей малой родине в селе Сарлы Азнакаевского района. Именно здесь раскрылся талант певицы и появились первые поклонники. На своем творческом вечере Зайнаб Фархудинова презентовала свою книгу, выпущенную к юбилею. Здесь и ее рисунки, и крылатые фразы. Концерт в селе Сарлы – это только начало большого юбилейного турне. Будут концерты и в Казани, и разных регионах страны. Такая маленькая сцена, наша деревенская, наша клубная, своя. И вот оно меня подтолкнуло для дальнейших своих творческих успехов. А вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов-112». Страшная авария в Лаишевском районе. «Лада» 14-й модели полностью залетела под грузовик. Все подробности через несколько минут. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска будут на сайте телекомпании и на канале YouTube. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. А я не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август Пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимиргалиева, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хайретдинов, Ришат Тухватуллин, Сирина Зайнетдинова, Филис Кахиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 5 3 единицы. В Мебельграде большая сезонная распродажа. Весь август скидки на 100% мебели. Вот такой должна быть пешеходная улица. А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278 33 33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Казаньоргсинтез – лидер химической промышленности Российской Федерации. Дед, а ты кем работаешь на заводе? Слесарем-ремонтником. А папа? А папа аппаратчиком. А когда я вырасту, кем я буду на заводе? Как минимум инженером. Казаньоргсинтез. Сила традиций. Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Футболисты мечтают попасть в сборную России, а Бердыев сравнивает Барселону разных времен. Рубин провел очередную открытую тренировку на своей клубной базе. Уже завтра команда в Казани принимает махачкалинский «Анжи». В составе Рубиновых возможны кардинальные изменения. В строй вернулись травмированные Серхио Санчес и активно с основными футболистами тренируется Ильзат Ахметов. На стартовом отрезке чемпионата России Рубину попались основные лидеры премьер-лиги. Цепляться приходилось за каждый балл. После 6 туров наш коллектив занимает 8-ю строчку в турнирной таблице. В активе команды 8 очков. Впереди менее титулованные оппоненты, но с настроем ни у кого проблем не возникает. Завтра матч против «Анжи» на стадионе «Казань-Арена» стартует в 20 часов вечера. Прямая трансляция поединка на нашем телеканале. Стабилизация состава первый, потому что есть травмированные, и второй. «Анжи» все-таки индивидуальные игроки, индивидуально сильные, которые умеют играть и любят играть на свободных пространствах с хорошим контролем мяча. Поэтому постараемся лишить такой возможности. До начала хоккейного сезона осталось несколько дней. В четверг «Акбарс» дома стартует в юбилейном сезоне КХЛ. Команда завершила предсезонные сборы. Сначала «Барсы» готовились в Финляндии, дальше провели 2 товарищеские игры против татарстанских клубов «Нефтяник» и «Нефтехимик». А в завершении хоккеистам были предложены 2 мини-турнира в Нижнем Новгороде и в Риге. На последнем, кстати, «Акбарс» завоевал бронзовые медали. В матче за 3-е место обыграв «Минское Динамо». Уже 21 августа вечером в Татнефть-арене состоится традиционная презентация новой команды. В рамках хоккейного вечера болельщики познакомятся с новичками нашей команды и увидят их в деле. Хоккеистам предстоит выполнить ряд непростых заданий и конкурсов на мастерство. Ну а главным событием вечера станет противостояние игроков главной команды «Акбарса» и победителей проекта «Акбарс Суперскиллс». К другим темам. В эти выходные на трассе Moscow Raceway состоится 6-й предпоследний этап российской серии кольцевых гонок. До финиша главного автоспортивного турнира страны осталось всего 2 раунда. В 3 главных классах по-прежнему лидируют пилоты, представляющие Казань. Представитель команды Nefis Racing Division Тимур Богуславский продолжает возглавлять турнирную таблицу в престижной категории Touring Light. Он захватил лидерство после 3-го этапа и с тех пор уверенно его удерживает. В туринге первое место за Дмитрием Брагиным из команды Таиф Моторспорт. Класс национальный сенсационно возглавил 22-летний Айдар Нуриев. В Москве пилоты выйдут на старт в субботу и воскресенье. А финал чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам пройдет на автодроме Казан-Ринг 23 и 24 сентября. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда.